Поздравляю Сергея Михайловича с избранием. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов избран президентом Федерации спортивного туризма России. Выступая перед собравшимися, Сергей Миронов отметил, что внимательно изучил историю организации и ее устав. С большим уважением относится к людям, которые внесли вклад в развитие организации спортивного туризма в стране, и поблагодарил за оказанное доверие. Дорогие товарищи, дорогие коллеги, дорогие друзья, прежде всего еще раз благодарю вас за единодушное избрание меня президентом Федерации спортивного туризма России. Благодарю вас и обещаю работать честно, работать много, работать качественно. И вместе с вами, я абсолютно убежден, мы много сделаем, по крайней мере, все, что здесь сегодня звучало, и все предложения, которые еще будут внесены, будем поэтапно, спокойно, без суеты отрабатывать и будем добиваться положительных результатов. Спасибо вам большое за доверие. Для меня это предложение очень почетное и, конечно, по духу ваша федерация, конечно, это моя федерация. Дело в том, что, кроме того, о чем сказал Сергей Николаевич, что действительно у меня за плечами 18 полевых сезонов, я горный инженер-геофизик, я в экспедициях был Карелия, Кольский полуостров, Якутия, Тува, 10 лет мне довелось поработать в Монгольской Народной Республике. Кроме того, что пришлось, изучая наши недра, пришлось и пешие маршруты, и водные маршруты, и автомобильные маршруты, и на чем только не пришлось, и на лошадях, одним словом, все, что только движется, включая главный движитель, это ноги, все пришлось испытать. Но кроме этого, мне действительно очень по духу и знаком сам туризм, потому что в молодости мне довелось заниматься велотуризмом, и в свое время мы с моим другом самостоятельно сделали тандем, не покупали, а сами сделали, и на этом тандеме из Ленинграда мы ездили в Псков, Новгород, Минск, Петрозаводск, в общем, так, хорошие были дела. Мне знаком лыжный туризм, с ночевками, длительные маршруты в Карелии. Когда мы были студентами, мы зимой на каникулы обязательно ходили в лыжные маршруты. Одним словом, то, чем живет федерация, для меня знакомо. Во время мероприятия Сергей Миронов выступил с рядом предложений. Прежде всего, надо объединять усилия и привлекать к еще большему сотрудничеству в развитии спортивного туризма Министерство обороны Российской Федерации, МЧС и другие заинтересованные министерства, ведомства. Знаю, например, что многие оборонные ведомства зарубежных стран, они используют и очень качественно используют вот эти элементы туризма среди своих военнослужащих, прямо скажем, используют специфически очень часто, тоже, так сказать, понятно, но нас специфика не интересует, мы не собираемся шпионов засылать, да? Но мы хотим, чтобы действительно в качестве участника Международной Федерации мы бы активно это развивали. Прикладная задача сотрудничества с силовыми структурами – это повышать способность силовых структур успешно решать возложенные на них задачи в любых климатических и природных условиях, лучше знать обстановку в зонах, где возможны активные действия. Думаю, что в работе с министерством и ведомствами мы должны найти нужные аргументы и подходы, мы их найдем обязательно. При этом очень важно наладить межведомственное взаимодействие по поддержке и развитию спортивного туризма, логично встроить спортивный туризм в прикладные направления, которые интересны прежде всего самим этим государственным структурам. Ну, например, подготовка до призывной молодежи, в ходе службы в армии, и профессия и специфика МЧС сама об этом говорит. Второе. Необходимо, конечно, донести до Министерства спорта значимость спортивного туризма и обеспечить принятие решений, позволяющих устранить проблемы, которые копились здесь годами. Важно вернуть спортивному туризму в России соответствующий статус и поддержать его развитие на международном уровне. Это может быть обеспечено в том числе через федеральные программы. Тут надо подумать о включении подпрограмм по спортивному туризму, существующие федеральные и региональные программы по спорту, туризму и молодежной политике и при разработке федеральной программы развития спортивного туризма в Российской Федерации. Третье. Необходимо поднять на новый уровень систему центров городской, туристские спортивные клубы и природной среде в Москве и регионах. Клубная система была всегда основой спортивного туризма. Однако после 90-х годов она практически была разрушена. Поэтому в настоящее время, как мне кажется, решение вопроса восстановления клубов и их функционирования – это важнейшая задача нашей федерации.
Нельзя допускать дальнейшего вытеснения социальных и самодеятельных основ спортивного туризма исключительно коммерческими технологиями. Важно также включение спортивного туризма в инфраструктуру природной среды. Не менее важно и создание инфраструктуры в природной среде по типу альп-лагерей для проведения различных соревнований, организации полигонов и тренировочных площадок для подготовки кадров как основы обеспечения безопасности спортивного туризма. Четвертое. Необходимо обеспечить возрождение и развитие спортивного туризма на законодательном уровне. Действующая в настоящее время законодательная база в области социально ориентированного спортивно-оздоровительного туризма не гарантирует его развитие. Принятый в 1996 году закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации, по сути, сводится лишь к международному выездному и въездному туризму. Конечно, этого недостаточно. Нужно подготовить соответствующие предложения по изменению законодательства и внести их в виде законопроекта в Государственную Думу. Как уже сказал, лично берусь эту работу осуществить. Пятое. Нужно развернуть активную пропаганду в обществе значимости развития спортивного туризма в России. Считаю необходимым усилить внимание к этой сфере всех заинтересованных министерств и ведомств, а для этого, в частности, провести на площадке, создаваемой в нашей фракции в Государственной Думе, научно-экспертного совета обсуждение актуальных проблем развития спортивного туризма. Огромные просторы, широкий спектр климатических зон, неосвоенные территории, необычайная красота многих из них – это те объективные причины важности и нужности этого вида спорта для нашей страны. Абсолютно убежден, что в конечном итоге спортивный туризм должен стать для России спортом номер один, как самый массовый вид спорта в нашей стране. В ходе мероприятия Сергей Миронов ответил на вопросы делегатов, пообещав использовать высказанные предложения в детально проработанной программе по развитию спортивного туризма.